Первый международный православный форум «Вера, надежда, любовь» начался с молитвы. Господи, благослови, начинаем нами дело совершить во славу. Не как мы хотим, а как хочешь Ты. Да будет вовеки воля Твоя. Аминь. Представители 13 российских общественных православных организаций прибыли в Абхазию, чтобы рассказать о том, чем они занимаются и чем могут помочь абхазским коллегам. Многие из них заняты вопросом помощи людям с ограниченными возможностями, кто-то детям-сиротам. Некоторые сейчас оказывают посильную помощь российским солдатам на фронте. Собрать их всех вместе в Абхазии было давней мечтой организатора форума «Вера, надежда, любовь» Юлии Павлюченковой. Это была очень давняя мечта моя – пригласить всех этих замечательных людей, умниц огромных, замечательных, прекрасных и таких уникальных со всей России, пригласить к нам сюда в Абхазию, чтобы наши фонды могли повзаимодействовать с ними, чтобы могли повзаимодействовать органы власти и, может быть, чему-то научиться, может быть, что-то подсказать. В центре внимания первого международного православного форума – тема семьи, объединяющая православных братьев и сестер Абхазии и России. Задача форума – помочь наладить контакты между общественными организациями двух стран. Россияне с радостью делятся опытом поддержки многодетным или стремящимся к многодетности семьям. Например, Владимир Насеткин, глава Спасской общины из Татарстана, рассказал, как в Спасском районе республики помогают тем, кто готов работать на земле. Мы этим людям как помогаем? Во-первых, мы выделяем жилье. У нас сейчас есть какой-то уже жилой фонд, который мы заселяем, полностью обеспеченные всеми коммуникациями, чтобы можно было комфортно проживать не только семье, но и нескольким поколениям вместе. Потому что по большому счету семья – это не родители и дети. Семья – это несколько поколений, которые помогают, учат, развивают друг друга. Мы стараемся организовать людей и через это помочь им заработать на жизнь, на свое, на пропитание, развиться. Сейчас наши дети подрастают. Я думаю, что надо будет помогать каким-то образом в образовании детей. Мы посещаем храмы Русской Православной Церкви, не придумываем никаких своих религий, ничего подобного. Стараемся развиваться именно с нашим государством вместе. Сейчас вот надеемся здесь, в Абхазии, тоже найти соратников, с которыми могли бы делать какие-то полезные для наших двух стран дела. Глава Союза благотворительных, общественных и просветительских организаций России Сергей Панасенков основной целью видит оказание организационной правовой поддержки своим абхазским коллегам. У фондов, которые, как так сказать, фонд одного человека, где люди горят, хотят что-то делать, имеют прям внутреннее огромное желание помогать другим людям, но не имеют возможностей каких-то юридических, может быть, финансовых, каких-то организационных. И мы хотим, конечно, помогать в первую очередь именно таким людям. Нам очень важно объединение именно православных людей, потому что мы сейчас находимся в таком состоянии, когда очень разрознены, и часто там не хватает именно просто душевного общения, какого-то взаимопонимания. Люди, которые занимаются очень серьезной, важной работой, они разрознены по одному. И мы хотели бы, конечно, что это не только на территории России осуществлялось такое вот объединение, совместный труд, работа и помощь и детям, и, возможно, пострадавшим от военных действий, и противоабортная деятельность, которую мы ведем. Но и чтобы, конечно, международные наши связи укреплялись, росли. Все, кто приехал на первый международный православный форум, получили возможность побывать в самых известных в Абхазии православных храмах. Организаторы форума подготовили для них богатую программу благодаря поддержке абхазских и российских партнеров. Спасибо огромное правительству Москвы за то, что они нам в этом вопросе помогли, и Дом Москвы, который предоставил помещение, потому что нам было очень непросто. Но именно потому, что мы организовывали это вместе, Союз туризма Аня Калягина помогла с размещением, другие люди помогли с транспортом, то есть и вот так все, как всегда в Абхазии, с миру по нитке, мы собрались вот в такой прекрасный форум. Принял участие в форуме и Сергей Шамба, секретарь Совета Безопасности, а также историк и археолог. Он рассказал участникам форума о том, какие древние храмы находятся на территории Абхазии, построенные за 400 лет до крещения Руси. Земля наша православная с древних времен, здесь с 4 века уже храмы есть в Абхазии. Есть храмы, которые действуют с 6 века, Таранский храм, Гагрский храм. Вообще на территории Абхазии известно более 400 храмов. Абхазия – известное паломническое направление, но со следующего года будет реализован принципиально новый проект – Международный православный семейный лагерь. А также есть наработки для организации подобного отдыха для детей и семей, пострадавших от войны на Донбассе. Марианна Котова, Абаза ТВ.